28 февраля компания НАК «Нафтогаз Украины» сообщила о победе в стокгольмском арбитраже над российским газовым монополистом компанией «Газпром» в споре о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы топлива для транзита. «Газпром» заявил о несогласии с решением стокгольмского арбитража. В компании «Укртрансгаз» сегодня заявили о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС. Подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд накануне огласил приговор крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову. Суд осудил его на 2 года условно с запретом осуществления публичной деятельности на тот же срок. Правозащитника обвинили в том, что в его комментарии к репосту о создании батальона «Крым» есть призыв к нарушению территориальной целостности России. Это ожидаемый приговор был. Это Российская Федерация, она никогда, ее российское правосудие, она всегда была зависима и будет зависима от спецслужб России. И это доказательство тому, как они уже со страха все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Это не только меня касается, это касается всех наших политзаключенных. Сам Кадыров утверждает, что уголовное дело – это провокация спецслужб в ответ на его активную гражданскую позицию и правозащитную деятельность. В Севастополе на празднике по случаю 80-летия Нахимовского района слушали советские мелодии и агитировали принять участие в выборах президента России. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, подконтрольные Кремлю власти устроили торжественные собрания в центре города на территории Ленинского района. Перед началом военный оркестр сыграл марши и мелодии советских лет. Заседание начали с гимна Севастополя. Заместитель российского главы города Илья Пономарев произнес короткую поздравительную речь и вручил грамоты руководителям Черноморского филиала МГУ Института ядерной энергетики, ветеранам, активистам и главврачам городских больниц. Отдельно поздравили бывших руководителей района. На собрании выступил директор художественного музея Николай Краснолицкий. Он рассказал, что является доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в соседней России. Директор музея агитировал всех обязательно перейти на выборы 18 марта и проголосовать за Путина. Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию России заявил о том, что автомобильное движение по Керченскому мосту заработает уже через несколько месяцев, а железнодорожное сообщение по этому же мосту, по его словам, должно заработать в 2019 году. Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. В общей сложности в предстоящие 6 лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России. Российский президент также анонсировал, что в следующие 6 лет в его стране будут бороться с бедностью и улучшать автомобильные дороги. Из Херсона с 1 марта курсируют 2 пригородных поезда до станции Вадим, расположенной в 10 километрах от административной границы с Крымом. Об этом Крым Реалии сообщил представитель президента Украины ВРК Борис Бабин. Этот пригородный поезд скоростной, более комфортный и согласованный с графиком киевского и харьковского поездов, сообщил Бабин. Поезд Херсон-Вадим отправляется ежедневно в 9:13 и 14:14, в обратном направлении в 11:44 и 16:45. В соответствии с графиком движения время в пути составляет 2 часа и 5 минут. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 4 градусов тепла, но пройдут дожди со снегом. В районе Чонгара и Новоалексеевки +2. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8:35 и 13:10 ежедневно на Крымском полуострове и в 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины. Также на частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926.
жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Тема дня. Крым – это Украина. За эти слова крымский активист Сулейман Кадыров осужден подконтрольным Кремлю феодосийским судом. Почему для Кремля и подконтрольного ему судов так страшны эти слова? Как в Украине на материковой части отреагировали на приговор? Почему на аннексированном полуострове можно получить срок за собственное мнение? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Российская Федерация и ее российское правосудие, она всегда была зависима и будет зависима от спецслужб России. Все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Не только меня касается, это касается всех наших политзаключенных. 2 года условно и запрет заниматься публичной деятельностью. Такой приговор крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову огласил 1 марта подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд. Кадырова обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В качестве доказательства приводят комментарии активиста в социальной сети Facebook, где он якобы написал: «Крым – это Украина, всегда была, есть и будет». Конец цитаты. К делу также приобщили выводы экспертов, анализировавших этот комментарий. В марте 2016 года Кадыров будто бы сделал репост видеоролика некоего Демьяна Демьянченко. Тот представился крымским татарином из Симферополя и заявил о создании батальона «Крым» для освобождения неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей. Под этим репостом Кадыров, согласно версии обвинения, и оставил свой комментарий. Сам Сулейман уверяет, комментарий не его рук дело. В разговоре с журналистами он подчеркивает, самому Демьянченко удалось избежать тюремного заключения. Провокация конкретно, да, была? Да. Сфабрикована. Еще самое интересное, человек, который уже запостил это видео, снял видео, приговорили к 320 часам работ и не оправдали, отменили. Под амнистию попал? Поспал под амнистию. И сняли судимость. А только за репост теперь вот это. А я сейчас за него отвечаю, как будто я его создал. Ненормально вообще? Тут дебилизм. Уголовное дело в отношении Кадырова возбудили в октябре 2016 года. Ему вынесли подозрение в сепаратизме. За несколько дней до этого российские силовики пришли в его дом с обыском, в ходе которого изъяли ноутбук и телефон. А в апреле 17-го российская служба по финансовому мониторингу внесла его в перечень экстремистов и террористов. Кадыров убеждает, все предоставленные суду доказательства – это фейки. Он называет уголовное дело против себя провокацией спецслужб в ответ на свою проукраинскую позицию и правозащитную деятельность. В отношении видео я дал пояснение, что, возможно, оно где-то и проскользнуло, я потому что не помню, это было давно. Но в отношении комментариев я никогда свое мнение, свою позицию в отношении, что Крым – это Украина, не скрывал, не собираюсь скрывать. Но при этом мне этот комментарий, это не мой стиль написания этого комментария. И я указал суду, что, возможно, это была фабрикация со стороны сотрудников ФСБ. Именно комментарий. После вынесения приговора крымская правозащитная группа назвала Сулеймана Кадырова политзаключенным. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы дело Сулеймана Кадырова, которому за слова «Крым – это Украина» подконтрольный Кремлю феодосийский суд дал 2 года условно с запретом на публичную деятельность. Если у вас есть свое мнение относительно этой ситуации, можете звонить нам в эфир. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Комментарии мы будем зачитывать в эфире. Я приветствую в нашем эфире Алексея Ладина, адвоката Сулеймана Кадырова. Алексей, здравствуйте. Итак, Сулейман Кадыров говорит, что все доказательства, которые были озвучены в ходе этого суда, так называемого, это фейки. Можно поподробнее остановиться на этой доказательной базе? Что конкретно имел Сулейман Кадыров в виду, говоря, что это фабрикованные доказательства? Да, здравствуйте. На самом деле я во многом с этим согласен. Этим приговором судебная система Российской Федерации создает опасный прецедент. Фактически Сулеймана Кадырова осудили за призывов при отсутствии призывов. То есть экспертизы ФСБ и экспертизы министра, которые имеются в материалах дела, они не нашли в комментарии Сулеймана Кадырова каких-либо призывов.
И фактически эксперты вложили в комментарии Сулеймана Кадырова те домыслы, на которых потом основывался суд. Сулейман Кадыров ясно и четко пояснил, что это видео сакраментальное он даже не смотрел до конца, до возбуждения уголовного дела. А эксперты установили, что он якобы своим комментарием полностью одобряет и поддерживает всю ту позицию, которая высказана автором видео. Насколько я понимаю, автор этого видео, он в итоге ушел от ответственности, да, и наказали, по сути, только Сулеймана Кадырова, который якобы оставил там комментарий под этим видео. Да, так и есть. Автор этого видео, по глубокому убеждению защиты, это просто самый обыкновенный провокатор. Это житель города Томска, по фамилии, по совпадению, фамилия Кадиров. То есть одна всего лишь буква разнится фамилии Сулеймана. Но он был привлечен. Что-то у нас со связью, если вы нас слышите, нет, не слышите, попробуем мы еще раз связаться с Алексеем Ладиным. Напомню, номер студии 8 800 10 06 926. Звоните нам по этому номеру, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы находитесь на материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044 490 2905. Кроме того, напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией. Мы присутствуем во всех самых популярных социальных сетях. Мы ведем прямые трансляции наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Там тоже можете оставлять ваши комментарии, мы их обязательно зачитаем. Давайте в продолжение эфира послушаем, что сказал Сулейман Кадыров во время заключительного слова в Феодосийском городском суде. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Продолжаем эфир. Давайте продолжим разговор с Алексеем Ладиным, адвокатом Сулеймана Кадырова. Алексей, итак, мы остановились на личности человека, который опубликовал вот видео, за комментарий под которым судили Сулеймана Кадырова. Вы говорите, что он откуда-то из России, да? Да, он из России, из города Томска. Представился в этом видео якобы, что он из города Симферополя, крымский татарин. Хотя, насколько я знаю и понимаю, он к крымским татарам никакого отношения не имеет. И по убеждению защиты цель этого видео была всего лишь сбор средств, то есть фактически мошенничество. И тем не менее, в особом порядке его осудили. Алло, слышите, да? Да. В особом порядке его осудили без рассмотрения доказательств, как он признал вину. Дали 300 часов исправительных работ и тут же амнистировали. То есть Сулейман Кадыров за комментарий под этим провокационным видео фактически понес гораздо большую ответственность, чем сам автор этого видео. Давайте продолжим после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Я хочу сказать, что Крым — это Украина, Кенигсберг — это Восточная Пруссия, Смоленск — это Белоруссия. А вот так называемых русских даже нет своей собственной республики. Все, звонок закончился, да? Хотела спросить, не боится ли человек того, что будет приковано к нему после этого внимания спецслужб. Но, тем не менее, мы даем право анонимно, да, высказать свое мнение в нашем эфире. Звоните нам 8 800 10 06 926. Анонимно, если вы боитесь преследования на Крымском полуострове. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Продолжаем разговор с Алексеем Ладиным, адвокатом Сулеймана Кадырова. Напомню, накануне так называемый Феодосийский суд, подконтрольный Кремлю, вынес приговор Сулейману Кадырову, где, за слова, Крым — это Украина, ему дали 2 года условно и запретили заниматься публичной деятельностью. Итак, к разговору о провокации. Правильно ли я понимаю, что любой человек, за которым установлена слежка спецслужб или который находится так или иначе в поле внимания, да, власти в Крыму, он может быть скомпрометирован подобным образом? Его подобным образом могут спровоцировать и затем осудить. Практика показывает, что в Крыму группу риска составляют активисты, политические активисты, общественные активисты и крымские татары. Это наиболее ярко проявилось в этом деле на примере Сулеймана Кадырова. То есть по материалам дела следствие обнаружило это сакраментальное видео,
в марте, спустя несколько месяцев, оно зафиксировало комментарий якобы Сулеймана Кадырова. Никаких действий к пресечению распространения этого видео следствие ФСБ не предприняло. То есть фактически им выгодно фиксировать уголовные дела и привлекать активистов к уголовной ответственности, а не, так скажем, не заниматься профилактикой таких преступлений. Здесь интересует такой момент. Насколько я понимаю, все события, да, по мотивам которых и было сфабриковано, да, по утверждению Сулеймана Кадырова, это дело, все эти события происходили на просторах сети Facebook, и, насколько я знаю, Facebook не выдает информацию российским правоохранительным органам, в отличие от сети ВКонтакте. Исходя из того, что вы видели в материалах дела, была ли установлена связь, вот страница, да, с которой, по мнению следствия, был оставлен комментарий, с личностью Сулеймана Кадырова? Безусловно, прямой и однозначной связи установлено не было. В ходе судебного заседания Сулейман Кадыров пояснил, что он допускает возможность, что он мог поделиться в Фейсбуке этим видео. Он допускает возможность, что он мог написать комментарий, но однозначно он об этом сказать не может, потому что это не было каким-то ярким и значимым событием в его жизни. Тем более, хочу пояснить для слушателей, комментарий выглядел весьма дико. Фактически он выглядел, знаете, как явка с повинной. Я, Сулейман Кадыров, поддерживаю, одобряю и так далее и тому подобное. То есть ни один более-менее вменяемый человек со своего аккаунта не будет дополнительно представляться, потому что и так ясно, кто это пишет. Давайте примем... Именно поэтому у защиты возникло такое стойкое ощущение, что это была провокация. Давайте примем еще один звонок от радиослушателя. Возможно, есть вопросы к вам. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Здравствуйте, это из Крыма. Алло. Да, очень приятно, говорите. Значит, да, это звонок из Крыма. Значит, я вчера пытался дозвониться вам минут 10 по поводу яркого выступления Порошенко, но мне не дали слова. Насчет Кадырова. Даже в нашем сельском районе, вот я слышал не раз, что Крым – это Украина. Что Крым – это Украина. Однако никто их не осудил, не задержал и не осудил. Значит, по поводу Кадырова тут совсем что-то другое, почему его осудили. Теперь дальше. Слышите меня, да? Да-да, слушаем вас внимательно. Алло. Теперь дальше. Значит, Кадыров якобы заявляет, что Крым всегда был, есть и будет. Значит, Крым 250 лет после указа Екатерины был российским. И всегда стремился в Россию. И как бы сколько Кадыров, там и десятки, сотни человек не говорили, значит, сахар, 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 и мед во рту слаще не станет. Так что Крым никогда не вернется. У нас не историческая программа. Я вас прошу позвонить с этими сентенциями, когда мы будем обсуждать историю Крымского полуострова. Ну вот, да, интересен ваш комментарий о том, что много людей говорят в Крыму, что Крым — это Украина, но их не преследуют. Давайте передадим, наверное, слово Алексею Ладину, адвокату Сулеймана Кадырова. Алексей, можете ли вы как-то прокомментировать это высказывание? Да, конечно, могу. Прежде всего хочу сказать, что осуществляя защиту в рамках политически мотивированных уголовных дел, я как адвокат никогда сам не высказываю какую-либо свою политическую позицию. И хочу обратить внимание всех радиослушателей на то, что в Конституции Российской Федерации, то есть в основном законе Российской Федерации, закреплено одно из фундаментальных прав – это свобода слова. То есть каждый человек волен высказывать свое мнение в том виде, в котором он может и хочет это сделать, если это мнение не является каким-либо противоправным. То есть у нас есть вот эта сакраментальная статья «Призывы к нарушению территориальной целостности». Но Сулейман Кадыров никого не призывал. И, как это ни странно, я отчасти хочу согласиться со слушателем, что здесь что-то другое. Суд в приговоре признал Кадырова виновным и назначил ему наказание в 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Но имеется еще и дополнительное наказание. А дополнительное наказание звучит следующим образом. Запрет заниматься публичной деятельностью в телекоммуникационных сетях, в
в том числе сети интернет. Так вот, по моему мнению, вот это дополнительное наказание и является той самой целью, для которого было создано уголовное дело, и в связи с чем Сулеймана Кадырова осудили. То есть он, будучи одним из лидеров крымско-татарской диаспоры, Феодосии, общественным активистом, он высказывал свое мнение и, так скажем, вел за собой людей. И именно это и не понравилось властям, правоохранительным органам. Именно поэтому, на мой взгляд, и возникло это уголовное дело для того, чтобы, извините за просторечное выражение, заткнуть ему рот. Спасибо. Напоминаю, что это было мнение Алексея Ладина, адвоката Сулеймана Кадырова. Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Я его повторю. 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044 490 2905. Итак, давайте, наконец, послушаем, что сказал Сулейман Кадыров во время своего заключительного слова в Феодосийском городском суде. Уважаемый суд, прежде всего я хочу заявить, что виновным себя не признаю и считаю, что в моих действиях нет ни состава, ни события преступления, предусмотренного статьей 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я не совершал преступления. В Российской Федерации с каждым годом увеличивается социальная напряженность. Социальные гарантии ликвидируются, растет безработица, имущественное расслоение неимоверное. Однако вместо того, чтобы задуматься о причинах социальных волнений, любую критику, любую борьбу за свои права начинают говорить об экстремизме. Причины экономические. Чем хуже людям жить, тем более вероятно волнение и недовольство существующей властью. А чтобы подавлять недовольство, нужна политическая полиция. И вот под этот репрессинг попал и я. Это я аннексировал Крым. Это я запрещаю украинский и крымский язык. Это я преследую похищенных, незаконно бросавших в тюрьмы наших соотечественников по политическим мотивам. Это я пришел на восток Украины с оружием. И 4-й год уничтожаю украинцев. Это я по российскому телеканалу каждый день разжигаю межнациональную рознь и призываю к войне. Это из-за меня, что ли, лишились многие семьи своих мужей, которые находятся в российских тюрьмах? Где же возмущенное общество, которое я оскорбил, нанес ему ущерб? Где те журналисты, оправдывающие мое уголовное дело в своих статьях? Где массовые иски от оскорбленных граждан? Где, в конце концов, в суде публика, которая осознала общественную опасность моего преступления и следит за тем, чтобы меня наказали по всей строгости закона? Я до этих пор не знал, что такое экстремизм, терроризм. Не было в Украине, не было в Крыму понятия такого слова экстремизм и терроризм. Оно пришло вот 4 года назад. Меня объявили экстремистом, крымских татар террористами и экстремистами за инакомыслие и просто за соблюдение религиозных обычаев. Я хочу закончить свое выступление словами Намана Челебиджихана. Государство вместо того, чтобы сделать своих граждан счастливыми, дать им свет, знания, притворять в жизнь их надежды и укреплять веру, обрушивает на них различные веды. Анет Кенмен, Сосбергенмен, Милет и Чун Ольмеге. Я поклялся, я дал слово за народ свой речь. У меня все. Итак, это были слова самого Сулеймана Кадырова. Напомню, что обсуждаем мы сегодня дело Сулеймана Кадырова. Накануне так называемый Феодосийский суд приговорил его к 2 годам условно с запретом заниматься публичной деятельностью. Я приветствую в нашем эфире Эскендера Бариева, члена Меджлиса крымско-татарского народа, председателя Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте. Итак, адвокат Сулеймана Кадырова Алексей Ладин перед вами в нашем эфире выразил мнение, что вот это дело, преследование Сулеймана Кадырова, это как раз-таки попытка заставить его замолчать прежде всего. Разделяете ли вы это мнение? Однозначно, я полностью поддерживаю. Дело в том, что как раз-таки это действительно попытка, чтобы Сулейман Кадыров замолчал и чтобы публично показать всем нашим соотечественникам в Крыму, которые имеют свою четкую позицию, что если вы не будете молчать, то в отношении вас будут такие же действия. Относительно Сулеймана Кадырова,
на самом деле он сам юрист по образованию, он бывший оперативный работник в системе МВД Украины, офицер на пенсии. Он член Меджлиса, местного Меджлиса феодосийского. И как раз-таки с Сулейманом Кадыровым мы начинали Комитет по защите прав крымско-татарского народа в Крыму. Он однозначно и четко стоял и стоит на своей позиции. То есть мы единомышленники, и его не просто преследуют там за какие-то там, скажем, религиозные взгляды или так далее. Его сегодня преследуют именно за его четкую позицию, которая четко была обозначена еще в 2014 году, что все те действия, которые совершила или совершает Российская Федерация на территории Крыма и в отношении украинского государства, они противозаконны, они нарушают международное право. И из последних слов в суде Сулеймана Кадырова мы все это услышали. То есть мы видим четкую позицию человека, который на протяжении уже 4 лет не отказывается от нее. Он действительно социально активный, и поэтому я думаю, что вот таким образом репрессивная машина оккупационной власти Российской Федерации делает все, чтобы запугать людей, делает все, чтобы те люди, которые на протяжении всего этого времени стоят на четкой своей позиции, чтобы они не могли разъяснять людям о тех злодеяниях, которые совершает Российская Федерация. Перед вами слушатель в нашем эфире сказал, что был оригинальный довольно-таки звонок, прежде всего тем, что он сказал, что много людей в селах и районах Крыма говорят о том, что Крым — это Украина, и их якобы не преследуют. В то же время мы уже были свидетелями подобных дел, да, когда за публичное высказывание о том, что Крым — это Украина, были преследования людей, в частности, да, Ильми Умерова историю мы внимательно отслеживали и о ней говорили. Почему для российской оккупационной власти так страшны слова о том, что Крым — это Украина? У нас буквально минута осталась. Дело в том, что Российская Федерация пытается продемонстрировать или оправдать свои преступные действия. Сегодня весь мир признает все-таки Крым частью Украины. Сегодня Украина не отказалась от Крыма. Нет никаких каких-либо договоров между украинским государством и Российской Федерацией о передаче Крыма. Поэтому Российская Федерация реально понимает, что она совершает преступление. И поэтому она будет преследовать таких людей, как Балух, как Ильми Умеров, как Сулейман Кадыров и ряд людей. А понятно, что не каждый из тех людей, которые говорят о том, что Крым — это Украина на уровне своего внутреннего круга, на кухне, но такие люди, как Сулейман Кадыров, они говорят об этом публично. Они этого не боятся. Они как раз-таки показывают нашим соотечественникам, что за эту идею можно и нужно бороться. И вот как раз-таки поэтому Российская Федерация преследует таких людей. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. Если вы слышите нас на средних волнах, мы зовем вас, увлекаем за собой в интернет-пространство, где мы продолжаем вещание. Также напомню, что в круглосуточном режиме мы вещаем на частоте 105,9 FM. Продолжим через несколько минут. Новости в эфире радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. «Газпром» отказался поставлять Украине уже оплаченный газ. В Керчи судоремонтная фирма задолжала сотрудникам 11 миллионов рублей зарплаты. В Киеве подделывали паспорта с крымской пропиской для террористов. Сейчас подробнее.
«Газпром» отказался поставлять с 1 марта топливо, уже оплаченное Украиной. Это произошло после решения стокгольмского арбитража в пользу НАК «Нафтогаз». Компания вернула предоплату и снизила давление в ГТС, что угрожает поставкам газа в страны Европы, отметил президент Украины Петр Порошенко. Якщо «Газпром» не сплатить ці гроші, я так розумію, що він почав це робити, НАК має добитися арешти активів «Газпрому» і забезпечення виконання цих рішень. У нас є достатньо активів, які в тому числі задіяні на кшталт «Північного потоку-2». В ближайшие дни Украина может ощутить дефицит газа, поскольку рассчитывала на поставки из России, отметили в НАК «Нафтогаз». В компании предлагают промышленным предприятиям в ближайшие 2 дня ограничить потребление ресурса. В Керчи судоремонтную фирму «Трал» обвинили в неуплате зарплаты сотрудникам на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Как сообщает российская прокуратура Крыма, имеющиеся на фирме деньги расходовались не на зарплаты, а на другие второстепенные нужды. Против директора предприятия возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве отметили, что после их вмешательства задолженность перед работниками была погашена. Пентагон не удивлен заявлениями российского президента Владимира Путина о новом ядерном оружии. Как отметила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, военные США готовы защищать свою страну, передает Радио Свобода. Она добавила, что системы противоракетной обороны США в Европе не ориентированы на Россию, а предназначены главным образом для защиты от угроз со стороны Ирана и Северной Кореи. Накануне в своем послании президент России Владимир Путин заявил, что в России разработана компактная сверхмощная ядерная энергоустановка для крылатой ракеты, которая будет неуязвимой для систем противоракетной обороны. СБУ заявила, что заблокировала в Киеве незаконную схему легализации иностранцев, в частности террористов. Как сообщает ведомство, злоумышленники обеспечивали клиентов поддельными паспортами граждан Украины, жителей Крыма, для дальнейшего получения биометрических паспортов. Во время обысков в лаборатории по изготовлению фальшивок оперативники обнаружили дата штампа о пересечении границ ЕС, миграционные карты и визы арабских государств. Сегодня в Крыму днем до 4 градусов тепла и дожди со снегом. В районе Чонгара и Новоалексеевки +2. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы круглосуточно вещаем на частоте 105,9 FM. Также круглосуточно, в круглосуточном доступе находятся записи всех наших радиопрограмм на сайте Крым Реалии. Также вы можете следить за нашими трансляциями в социальных сетях, активно их комментировать, и конструктивные комментарии обязательно зачитаем в эфире. Вы можете непосредственно принять участие в нашей программе. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Если вы нам звоните с Крымского полуострова, звонки бесплатны. Я повторю, номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Тема дня. Итак, крымчан, которых приглашают для участия в коллегии присяжных заседателей в подконтрольных России судах в Крыму, а также тех, кого призывают в российскую армию, заставляют отказаться от украинского гражданства. Об этом, как сообщает российская служба «Радио Свобода», на заседании объединения «Крымская солидарность» рассказала юристка Лиля Гимиджи. Об этом поговорим, может ли Россия кого-то лишить украинского гражданства вообще, насколько это законно, можно ли как-то избежать такой участи и будет ли носить такое решение, да, о лишении гражданина Украины в Крыму украинского гражданства какие-то юридические последствия. Вот об этом мы поговорим. С нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Итак, Александр, по вашим данным, что сейчас происходит в Крыму, насколько распространено это явление, когда крымчан, в частности, при наборе в российскую армию заставляют лишаться, отказываться от гражданства Украины? Доброе утро. Ну, пока известно только заявление Лили Гимиджи, что такой факт существует, но довольно странный. Во-первых, хотелось бы напомнить, что да, призыв граждан Украины в армию Российской Федерации является военным преступлением.
Во-вторых, хотелось бы сказать, что насильственное принуждение к гражданству Российской Федерации тоже военное преступление, только нарушение другой конвенции, Гаагской. И если власти Российской Федерации хотели таким образом, то есть заставляя призывников подписать заявку об отказе избежать, может, наказания по военному преступлению по призыву, то они просто-напросто дали еще новое доказательство нарушения другой нормы, другого военного преступления. В принципе, это как принуждение к российскому гражданству. В принципе, с точки зрения Украины, эти все заявления никакого веса не имеют. То есть Россия не может лишить граждан Украины украинского гражданства. То есть это нонсенс. С другой стороны, интересен вопрос обязательств призывников. Например, если человек не напишет этого заявления, то что с ним будет? Никаких наказаний, ни уголовных, ни административных в этом случае не предусмотрено. Единственная угроза, не возьмут его в армию. В принципе, отлично, что его не возьмут в армию страны оккупанта, то есть он будет освобожден от этой обязанности, которым он навешивает оккупанты. С другой стороны, есть угрозы, как было заявлено, что есть случаи отказа написать заявление об отказе от украинского гражданства, вас пошлют служить в стройбат. И хорошо. То есть, в принципе, я не вижу разницы, в какой частях страны оккупанта служить. Я думаю, что в стройбате не намного лучше служить, чем, например, в ВДВ, когда тебя могут послать в горячие точки. И стройбат это более, в принципе, не хуже ситуация, чем ВДВ или морская пехота, куда в основном посылают крымчан. Поэтому в данном случае я не вижу никаких угроз в случае отказа писать, во-первых, и хочу сказать призывникам, что в принципе это не делает их гражданами Украины, лишить их гражданства могут только украинские власти, но никак не российские. Но, тем не менее, если вдруг кто-то из наших радиослушателей оказался в такой ситуации, когда пришла повестка, и мы знаем, что с 2015 года по заявлениям представителей оккупационных властей в Крыму будут преследоваться те, кто уклоняется от службы в российской армии, и вот у человека забирают украинский паспорт. Стоит ли ему по этому поводу переживать? Лишается ли он гражданства таким образом? Можно ли восстановить документ? Что вы скажете такому человеку? Человеку, у которого есть только украинский паспорт, его не будет призывать, поскольку Россия может призывать в свои вооруженные силы только людей, которые получили российский паспорт и встали на учет в военкомате. Всех других призывать не могут. Поэтому довольно глупо было бы брать с собой на призывную комиссию паспорт Украины. И отобрать его, соответственно, никто не может. То есть, и, соответственно, как и лишить. И отдавать этот паспорт в любом случае не стоит, я не рекомендую. Если же будут заставлять писать какие-то заявления, я бы рекомендовал отказываться, поскольку я не вижу никаких последствий в случае отказа. То есть вас не привлекут к ответственности ни к уголовной, ни к административной, а максимум, что могут сделать, пошлют вас не в какие-то элитные подразделения Российской Федерации, а в стройбат. Это угроза, опять же. Хорошо, пошлют. То есть я не думаю, что для крымчан это такая же принципиальная проблема, где служить в армии страны оккупанта, раз уж вас заставляют там служить. А если повестка вообще просто пришла человеку, стоит ли ему идти по этому вызову? Как стоит распорядиться этой повесткой, принимать, не принимать? Может быть, у вас есть по этому поводу совет? Тут ситуация такая. Повестка, если это повестка о постановке на учет, то, в принципе, постановка на учет, отказ от постановки на учет или не постановка на учет влечет за собой административную ответственность. Если же вы уже стоите на учете и вам пришла повестка о том, что вам надо явиться на военкомат для прохождения медицинской комиссии или отправки на службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации, то в данном случае это уголовная ответственность, и у нас уже есть информация о том, что неоднократно уже были дела, выносились решения, пока что в виде штрафов за неявку по повестке. И в данном случае я бы рекомендовал, прежде всего, не становиться на учет. Или если вы уже стоите на учете, можно сняться с учета в связи с переездом на другое место жительства. То есть, и это вполне законно даже с точки зрения Российской Федерации. Наши радиослушатели...
Да-да-да. Наши радиослушатели просят уточнить, вот если вдруг, да, вот такие заявления были написаны об отказе от украинского гражданства, могут ли россияне собрать все эти заявления и вывести каким-то образом на материк? Таким образом, могут ли лишить гражданства? Нет, не могут, но если они это сделают, это будет доказательством принуждения граждан Украины к российскому гражданству. И в данном случае все эти бумаги, если вдруг они будут опубликованы, я призываю, если у кого-то есть такое заявление, присылайте правозащитникам, в том числе и Крымской правозащитной группе. Эти доказательства пойдут в Международный уголовный суд. Есть ли сейчас у вас уже такие доказательства вот о том, что в Крыму ведется призыв? Представляю немножко себе процедуру. Быстрее всего, как заявила леди Гамиджи, это происходит во время призывной комиссии, во время решения куда, но там вряд ли вам дадут возможность пользоваться мобильным телефоном и сфотографировать эту заявку. Но если вдруг такие заявки у кого-то есть, я призываю, присылайте, пожалуйста, мы их, они нам действительно нужны как доказательство военных преступлений Российской Федерации. Вот обращаясь к словам Лилии Гамиджи, да, отталкиваясь от которых мы и начали обсуждение этой темы, я напомню, что это юристка объединения «Крымская солидарность», она говорит, что законодательство России предполагает возможность прохождения воинской службы в альтернативном порядке. Известны ли вам случаи, когда крымчане пользовались этой возможностью, насколько легко вообще в Крыму пройти альтернативную службу? Эта информация нам о количестве известно заявлений, которые периодически дают так называемые военкомы Крыма, то есть это людей не так много, то есть это порядка 100-200 человек. Поэтому, в принципе, количество таких людей немного. Но для того, чтобы пройти альтернативную службу, надо заявить, что согласно своим убеждениям вы не можете держать в руках оружие. Не надо этого доказывать с точки зрения норм российского законодательства. Это не должно быть обосновано какими-то религиозными, то есть доказательствами того, что вы принадлежите к каким-то религиозным группам, то есть справок никаких не надо. То есть надо заявить, что у меня есть убеждения, которые запрещают мне в руки брать оружие, и в принципе этого достаточно. Другой вопрос, что военкомы со своей стороны начинают давить, начинают требовать, а покажите доказательства, а принесите справку от группы, к которой вы принадлежите, а принесите показания от соседей, которые скажут, что вы действительно выражали и ранее такие убеждения. Нет, в принципе, достаточно, согласно российским законам, только заявление о том, что вы не хотите держать в руках оружие. Другой вопрос, что сейчас нормы такие, что это надо делать не на момент, когда вас уже призывают для прохождения медицинской комиссии или фактически призыва в армию, а заявить где-то за 2-3 месяца до начала призывной комиссии. То есть это лучше сделать заранее, сообщить, что если уже вы стоите на учете в военкомате и не хотите оттуда сниматься, то сообщить, что вы являетесь пацифистом или ваши личные убеждения запрещают вам брать в руки оружие. В принципе, тогда вы можете идти на альтернативную гражданскую службу, которая, в принципе, может проходить недалеко от дома. Она дольше, то есть это 2 года службы. Но это больше всего будет проходить, чаще всего это медицинские учреждения. То есть это люди проходят ее в виде санитаров, акушеров, санитарные такие, уборщики и прочее. Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Я напомню номера телефонов студии. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Право принять участие в разговоре, задать вопросы нашим экспертам мы предоставляем каждому нашему радиослушателю. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в социальных сетях. Мы следим за вашими комментариями и обязательно зачитаем конструктивные. Я приветствую в нашем эфире Сергея Кривенко, руководителя постоянной комиссии по правам военнослужащих, Совета по правам человека при президенте России и координатора движения «Гражданин и армия». Сергей Владимирович, здравствуйте. Итак, пока мы не отошли далеко от вопроса альтернативной службы, насколько сейчас легко или непросто призывнику в России воспользоваться правом проходить альтернативную службу?
Да, доброе утро. Я вот хотел бы дополнить предыдущего выступающего. Действительно, альтернативная служба в России существует, и важно понимать, что она дается по любым убеждениям. Не брать в руки оружие это одно из оснований, а так, может быть, любые убеждения. Не только религиозные, это важно, могут быть пацифистские, антимилитаристские, политические убеждения. В 2014-2015 годах к нам обращались ребята, которые вот заявляли такие политические требования, что вот не хочу идти служить в армию, не хочу призываться, потому что могу быть направлен в том числе на военные действия против братской страны. И призывные комиссии удовлетворяли такие убеждения, потому что по закону убеждения могут быть любые. Другое дело, действительно встречаются трудности их получения, но это уже зависит от самого призывника. Если следовать букве закона, действительно никаких доказательств, никаких таких разбирательств, никаких документов дополнительно подтверждающих эти убеждения приносить не надо, но в российской реалии вот встречается то, что военкомы требуют, это решает не военком, кстати говоря, а призывная комиссия, состоящая из чиновников местного органа власти, вот, но зачастую они требуют там каких-то доказательств. Ну и если призывник сможет немножко этому противостоять и ввести все это рассмотрение в дух закона, то таких предоставляется право вполне нормально. Это у нас где-то порядка 1000 молодых людей со всей страны, со всей России идет на альтернативную службу. Такое небольшое количество по сравнению с призывом, призывается, я напомню, около 300 тысяч молодых людей на военную службу, то есть на альтернативную идет меньше 1%, но мы это связываем с тем, что совершенно отсутствует информация и пропаганда альтернативной службы со стороны государства. Направляют действительно в социальные учреждения и на почту могут проходить. Самое главное, что никакие организации военной сферы вас не направят или там связаны с военной сферы. Служить чуть меньше двух лет, 21 месяц. При этом молодой человек пользуется полным трудовым законодательством. То есть трудовое законодательство его защищает. 8 часов отработал, и он остальное время совершенно свободен. Живет либо дома, либо в общежитии, если направлен в другой регион. Крымские правозащитники сообщают о том, что при призыве в российскую армию крымских призывников заставляют написать заявление об отказе от украинского гражданства, да, отбирают таким образом, пытаются отобрать украинское гражданство. Входит ли это вообще в компетенцию призывной комиссии? И, может быть, вам известно о таком? К нам на горячую линию, а у нас существует горячая линия, можно ее найти на сайте «Реальная армия», и мы работаем по всей, так сказать, принимаем звонки из любых регионов и оказываем помощь. Сайт «Реальная армия», он сразу в поисковиках вылезает, и там есть все телефонные контакты. К нам пока не обращались в этом году, были в прошлом году тоже обращения, связанные с альтернативной службой из Крыма, но вот по таким вопросам не обращались. Я напоминаю, что в российскую армию призываются только граждане России. И поэтому, если молодой человек остается гражданином Украины и не получал российского паспорта, то он не подлежит призыву. Но в Крыму такая ситуация, что у многих есть 2 паспорта сразу. Да, вот это особенность этого региона. Вот, и там, вы знаете, согласно законодательству, если надо было отказаться от, там автоматически присудили российское гражданство, и надо было пройти процедуру отказа. Но если молодой человек сейчас даже считает себя гражданином Украины, тогда придется это обжаловать в суд, что я не успел пройти эту процедуру, отказаться от российского гражданства, я остаюсь гражданином Украины, и тогда он не будет подлежать призыву. Если же он
имеет два паспорта, то есть он автоматически считается, то есть не автоматически, а считается официальной стороны российской власти гражданином России, то тогда он, конечно, подлежит призыву. Вы говорили о том, что на вашу горячую линию поступают обращения, в том числе с Крымского полуострова. На что жалуются вам крымчане чаще всего? Ну, в основном, конечно, это как и по всей России. Основной вопрос с призывом связан с процедурами призыва и прохождением медицинской комиссии. В России довольно жесткая эта планка медицинская, расписание болезней такое установлено, это перечень заболеваний, с которыми не призывают в армию, но которые, опять же, довольно часто сотрудники военкомата этим расписанием пренебрегают. Поэтому у нас призывают не всех, нет обязанности такой, чтобы каждый молодой гражданин России отслужил в армии. Обязанность только стоять на гражданин России должен стоять в военкомате на воинском учете. А призывают это примерно треть молодых людей, потому что, ну вот, это еще до, так сказать, до всех событий 2014 года было принято решение комплектовать профессиональную армию, контрактную армию, и армия переходит на контракт, и такое количество военнослужащих по призыву не нужно. То есть нет обязанности у каждого отслужить, призывают не всех, но и поэтому возникает вот это, возникает отбор, то есть сотрудники военкомата отбирают. Ну и тут, конечно, возникает очень большая коррупционная составляющая, что там ребята дают взятки как те, которые хотят идти в армию, так и те, которые не хотят идти в армию. Ну и здесь чрезвычайно важно вот соблюдать все эти процедуры призыва. Поэтому которыми пренебрегают сотрудники военкомата. И вот расписание болезни одно из основных таких показателей. Гражданин должен быть здоров для армии. Не то, что, так сказать, не быть инвалидом, не это, а быть вот здоровым для армии. И это довольно серьезное требование. Ну вот на это очень много, с этим связано очень много обращений. То есть гражданин имеет медицинские заболевания, которые укладываются в расписание болезней, которые говорят о том, что он не призывной, а военкоматы не учитывают их и, так сказать, начинают процедуру призыва. Ну вот возникает спор. Но в российском законе вся процедура призыва, все отсрочки, они зафиксированы в законе о воинской обязанности военной службе, он доступен, он тоже везде размещен. Осталось еще с 90-х годов довольно жесткое положение, которое помогает защищать права призывников. Если молодой человек не согласен с решением призывной комиссии, которая выносит решение о его призыве, не согласен по любым основаниям, по процедурным, там, по медицинским вот, или по убеждениям, что не признали его убеждения, он имеет право обратиться в суд. И на время рассмотрения жалобы в суде призыв приостанавливается. То есть мы советуем, если есть основания, сразу готовить и обращаться с заявлением в суд, и тогда призыв прекращается на время вот рассмотрения жалобы. Этим очень для защиты своих прав довольно много российских граждан этим пользуются. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Кривенко, руководитель постоянной комиссии по правам военнослужащих Совета по правам человека при президенте России, координатор движения «Гражданин и армия». Продолжаем эфир. Напоминаю, что поводом для нашего обсуждения стала информация о крымских правозащитников, о том, что крымских призывников при наборе в российскую армию принуждают отказаться от украинского гражданства. Напомню, номер телефона студии 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для вас. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Вернемся через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Итак, продолжаем эфир. С нами на связи Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Итак, Роман, давайте попробуем подвести такой итог. Есть ли вообще у фактической власти, оккупационной власти в Крыму какие-то возможности для того, чтобы лишать крымчан украинского гражданства? Алло, слышите ли вы нас? Да, я вас слышу. Да, говорите. Алло, да.
Итак, если говорить кратко, определенно нет. Объясню почему. Те процедуры, которые там предусматриваются, сегодня мы с вами их обсуждаем, они никоим образом не ложатся ни в пласт украинского законодательства, ни в пласт российского законодательства. Объясню почему. Дело в том, что согласно украинского законодательства, моментом выхода из гражданства, вот есть выход, да, там, об путя из гражданства, момент выхода, то бишь добровольного отказа от гражданства, является выход указа президента Украины. То есть это не такая простая процедура на самом-то деле, да, то есть более того, в момент, когда вы подаете документы, огромный их перечень на отказ от гражданства, в частности, их нужно подать, если вы находитесь за границей, в посольство Украины, которое, как мне известно, ну, насколько мне известно, в Крыму отсутствует, да, например, вот, в посольство Украины, вам нужно будет помимо этого подать документы о том, что вы уже подали документы на другое гражданство, чего не делается в России, в РФ и что не делается в Крыму на данном этапе. Вот. Более того, как бы по российскому законодательству у них точно так же запрещено, ну там за исключениями запрещено там двойное гражданство, да, то есть. Точнее не так, они не рассматривают людей, у которых есть два гражданства, как иного гражданина, кроме как гражданина РФ. Соответственно, да, вот законодательство Российской Федерации, оно к конфликту и к оккупации Крыма не было адаптировано, да, то есть как была общая процедура, по которой точно так же довольно сложно регулируется получение гражданства РФ, там, с подтверждением финансовых доходов, места проживания на территории РФ и так далее. И упрощенная процедура, если у вас есть там один из родителей гражданин России, либо Советского Союза, вы были гражданином. Соответственно, как бы я вижу вот эти процедуры, о которых мы сейчас говорим, исключительно как формальность, больше психологическую, наверное, как психологическое давление на тех людей, которые еще не отказались, да, и не хотят отказываться от украинских паспортов. Ну, вы говорили, да, что в России есть процедура принятия, вхождения в российское гражданство, но, тем не менее, мы знаем, что по событиям весны 2014 года, по сути, Россия вот вместе с той землей, которая оккупировала, она дала гражданство, да, навязала гражданство всем тем, кто жил на этой территории на тот момент. Противоречит ли здесь Россия сама себе? Нет, смотрите, дело в том, что она навязывает, автоматически процесс аж не произошло, да, все равно нужно было обращаться и получать документы. Вот та процедура, насколько она мне известна, которой пользуются, да, там многие крымчане, чтобы в принудительном порядке получать гражданство РФ, она незаконна даже по законам России. Понимаете, то есть формальности, которые предусмотрены законом РФ о гражданстве, они не выдерживаются. Их не так, в большинстве случаев, конечно. Я же говорю, у них есть общая процедура получения гражданства, которая, в свою очередь, предусматривает, что перед тем, как вы получите гражданство РФ, вы должны отказаться от действующего гражданства и подать документы, подтверждающие то, что вы отказались от действующего гражданства. А таким документом, в частности, является справка, которая выдается по результатам указа президента. Вы же понимаете, что такого никто не делал, само собой. Вот. Если по упрощенной процедуре, опять же, практически такая же процедура, только немного упрощенная в плане там, подтверждения места жительства и финансовой стабильности. Соответственно, она полулегальна. То, как люди получают там гражданство, оно полулегально даже в контексте российского законодательства. Спасибо. Это был комментарий Романа Шахматенко, украинского юриста, специалиста по международному праву. Напомню, что мы обсуждали сегодня информацию правозащитников о том, что крымчан при наборе в российскую армию заставляют отказываться от украинского гражданства. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Вернемся через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Путин не готов вернуть Крым, заявила евродепутат Ребекка Хармс. Обращение Рады о незаконности российских выборов в Крыму направят членам Ассамблеи НАТО. На полуострове предупреждают об опасности схода лавин в горах. Сейчас подробнее. Немецкий депутат Ребекка Хармс заявила, что президент России Владимир Путин не вернет аннексированный Крым, пока остается у власти. Это заявление Хармс сделала в интервью украинскому изданию «Апостроф». По ее словам, на этот момент международное сообщество обязано более серьезно рассматривать вопрос аннексированного полуострова, который должен стать вопросом международного участия в переговорах. Хармс напомнила, что ни одна демократическая страна не признала Крым российским. Также немецкий политик сказала, что особенно важно то, что происходит с людьми на оккупированных территориях. Постановление об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу из-за выборов президента России в аннексированных Крыму и Севастополе будет безотлагательно направлено президенту Парламентской ассамблеи НАТО Паало Али и всем ее членам. Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Фрис. По словам парламентария, следующим за днем выборов шагом российских властей Крыма будет заявление о 99% поддержке кандидата Владимира Путина. Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, годовщину российской аннексии Крыма. Госдепартамент США одобрил продажу Украине джавелинов, пишет Радио Свобода со ссылкой на сообщение Пентагона. Ведомство отметило, что предлагаемая продажа ракетных установок не повлияет на военный баланс в регионе. Американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности заявило, что правительство Украины запросило покупку в США 210 ракет и 37 пусковых установок. В соглашение будут включены обучение, техническая помощь, транспорт и другие аспекты логистики. Крымское управление МЧС России предупреждает об опасности схода лавин 1 и 2 марта в горах полуострова. В ведомстве рекомендуют воздержаться от похода в горы, избегать места возможного схода лавин. Там напомнили, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов. Если склон без кустарника и деревьев, то при крутизне более 20 градусов. В Крыму накануне объявлено штормовое предупреждение. Сегодня на полуострове, по прогнозам синоптиков, днем до 4 градусов тепла, но пройдут дожди со снегом. В районе Чонгара и Новоалексеевки будет +2. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте и смотрите на нас на сайте Крым Реалии, где собраны записи всех наших радиоэфиров, видеозаписи, в том числе видеотрансляцию нашего прямого эфира вы можете посмотреть также в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Напомню, что во время прямого эфира жители Крымского полуострова могут бесплатно позвонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Право высказать свое мнение, либо задать вопрос нашим экспертам мы предоставляем каждому нашему радиослушателю. Жителей материковой части Украины просим звонить по номеру 044 490 2905. Тема дня. Гастарбайтеры избили начальника ФМС Ялты. Под таким заголовком вышла публикация на портале «Примечания». Вот об этом поговорим, об этом инциденте и вообще о миграционной политике, которую проводит Россия в аннексированном Крыму. Существует ли проблема трудовой миграции на полуострове? Как российские власти контролируют количество желающих приехать на работу в Крым? И как обеспечивается порядок на Крымском полуострове? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания.
Начальника Федеральной миграционной службы Ялты избили трудовые мигранты из Липецка. Об этом сообщило издание «Примечание», ссылаясь на свои источники в городской полиции. По данным издания, во время конфликта полицейский был в гражданской одежде. Нападавших задержали, сейчас ведется следствие. Это не первый случай нападения на полицейских на южном берегу Крыма. Ранее в Алуште неизвестными был избит начальник городского управления Следкома России Константин Гиряков. В январе 2016-го в интервью информагентству «Крыминформ» временно исполняющий обязанности заместителя главы Крымского управления Федеральной миграционной службы России Олег Васильев рассказывал о процедуре оформления трудовых патентов. Желающим работать в Крыму нужно собрать ряд необходимых документов и сдать экзамены на знание русского языка, истории России и российского законодательства. Учитывая особенность нашего региона, в обращениях граждан в ФМС для оформления патентов была выражена сезонность. Перед началом курортного сезона было отмечено увеличение количества желающих получить патент, но с сентября наметился спад. Всего в Республике Крым в прошлом году оформили более 8,5 тысяч патентов. Более 95% патентов были оформлены гражданами Украины. По информации Васильева, если иностранные граждане, в число которых российские власти включают и жителей материковой Украины, уже получили трудовой патент, они обязаны в двухмесячный срок предоставить миграционную службу копию трудового договора. В ином случае трудовой патент аннулируют. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. С нами на связи Сергей Сардыка, ялтинский журналист, автор материала, насколько я понимаю, да, с которого мы начинаем свое обсуждение. Сергей, расскажите, пожалуйста, об этом случае, который приключился, да, с начальником ФМС Ялты. Насколько распространено подобное явление, когда на Крымском полуострове случаются конфликты с рабочими, которые приехали, ну вот в данном случае из России? Ну, вы знаете, опять-таки, бытовуха есть бытовуха, да? Вот. Опять-таки, ну, никто не застрахован, там, даже самое высокое должностное лицо может поскользнуться на арбузной корке, да? Вот. Безусловно, трудовая миграция – это проблема для всех стран. И для Украины, и для России, и для стран Запада, да? Конечно, каждая страна по-своему решает. Безусловно, это резонансный случай, когда начальника ФМС Ялты избивают гастарбайтеры, да, вот, конечно, это нехорошо, вот, но мы желаем скорейшего выздоровления сотруднику полиции, наказания обидчиков, нападавших, да, и, в общем-то, поддерживаем наступление вот нынешней ялтинской полиции на преступность и наведение порядка с трудовыми мигрантами. Скажем, другой факт, да, то, что у нас процветали до недавнего времени так называемые массажные салоны в Ялте. Вот. Ну вот недавно ялтинская полиция их накрыла, полностью их документировали, закрыли, прошло 2 суда. Причем интересно, что работавшие девушки, они оказывали, конечно же, секс-услуги, конечно, массажный салон – это прикрытие. Вот, эти девушки были исключительно гражданами Украины. Они сейчас… Ну, почти любого человека, который живет сейчас в Крыму, можно назвать гражданином Украины. Страны, да, и на 5 лет им запрещен въезд в Россию. Вот, ну вот так, поэтому здесь, ну как, в каждой стране есть проблемы с трудовыми мигрантами. Я думаю, порядок будет наведен и в России, и на Украине. И всем будет легко и хорошо, да, вот с этим. Вот, поэтому, опять-таки, не надо бояться ехать в Ялту. В общем-то, солнышко светит, море будет теплым с наступлением лета, да. Вот, добро пожаловать в Ялту, в общем-то, все спокойно. Люди спокойно ходят вечером по набережной, гуляют, никакой особой преступности нету. Но бывает, конечно, в общем-то, с каждым такое может случиться. Вот, и в Украине, и в России. Ну так, да, поэтому все нормально. Вот, опять-таки идут президентские выборы, вот, к ним готовятся избирательные комиссии, готовятся избиратели, вот, все спокойно, по крайней мере. Ну, я не вижу здесь каких-то больших таких тревог, опасений, вот. Наводится порядок, да. К сожалению, вы говорите о том, что… Они по-прежнему…
Да, Сергей, вы говорите о том, что в Ялте все спокойно, но вот пострадавшему сотруднику ФМС хотелось бы, наверное, чтобы было еще спокойнее. Вы пишете в своем материале о проблеме, да, что не регулируется и не контролируется, да, поток гастарбайтеров на Крымский полуостров, и нет над ними надлежащего контроля. Можете ли вы развить эту мысль? Что конкретно не делается крымской властью для того, чтобы было еще спокойнее, чтобы вот представители ФМС Ялты не оказывались в больнице, например? Да. В украинское время, еще с советских времен, так называемые опорные пункты милиции были просто приватизированы. Просто там, да. Вот сейчас восстанавливаются в Ялте опорные пункты полиции. Вот, я вот вчера беседовал с Сотникова, исполняющий обязанности главы администрации Ялты, да. Вот, Фаросия будет восстанавливаться, будет на 10-м микрорайоне, будет на кинотеатре «Спартак», постепенно наводится порядок. Единственное, что бывшие украинские чиновники, которые по-прежнему остаются в российской власти, они не мигрировали, понимаете, и они не жаждут особо проводить реформы, проводить действия, которые направлены на наведение порядка, на улучшение благосостояния крымчан, ялтинцев, да. Вот, ну, я думаю, сейчас 4 года крымской весны, в общем-то, мы с ними справимся. Вот, мы с ними справимся, и все будет хорошо. Поэтому ждем всех граждан Украины на отдых в Ялту. Вот, Ялта, как я говорю, принадлежит всему человечеству, да, так что приезжайте, ждем вас. Спасибо. Гостеприимный Сергей Сардыка, ялтинский журналист, был с нами на связи. В продолжении эфира я позволю себе процитировать немного далее из того, что написал Сергей Сардыка для ресурса примечания. Да, возможно, это как-то дополнит его комментарий. Вот говоря о том, что во дворе собственного дома был избит начальник ФМС Ялты, который сделал замечание чересчур шумевшим соседям, которыми оказались двое гастарбайтеров из Липецка. Сергей далее пишет, что это уже не первое резонансное нападение на полицейского на южном берегу Крыма. 28 ноября в соседней Алуште двое мужчин жестоко избили палками начальника городского управления Следственного комитета, 39-летнего Константина Гирякова, усилиями которого в октябре был задержан за махинации с недвижимостью бывший мэр Алушты Игорь Сотов. И также Сергей пишет, что проблема связана с тем, что в Ялту приезжают строители со всей России, работодатели никак не контролируют их поведение вне работы. Местные власти тоже равнодушны к участившимся жалобам населения на хулиганство заезжих строителей, особенно в Гурзуфе и в Фаросе. И тут же напоминается в этом же материале, что в прошлом году сообщалось о том, что гастарбайтеры из Кавказа и Средней Азии, привлеченные новыми хозяевами санатория «Фарос» для его ремонта, несколько месяцев держали в страхе населения, расположенного рядом одноименного поселка, избивали прохожих. Ну, в общем, за подробностями можете сами сходить к первоисточнику, почитать. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, мы обсуждаем публикацию, да, на сайте примечания о том, что гастарбайтеры избили главу ФМС Ялты. Ну и вообще, да, все, что происходит вот с трудовой миграцией на Крымском полуострове. Знакомы ли вы с этой ситуацией? Удивились ли вы тому, что опубликовало севастопольское издание? Доброе утро. Ситуация, конечно, необычная, потому что все-таки сотрудников ФМС гастарбайтеры еще не били, насколько мне известно, в таком вот режиме. Но, тем не менее, Крым сейчас, конечно, проходит исходный курс молодого бойца в виде понимания настоящих российских реалий, с которыми мы сталкиваемся уже достаточно давно в Москве, той же самой. Это в первую очередь необдуманная и совершенно дикая, на мой взгляд, миграционная политика, когда завозят рабов из Средней Азии, и при этом уровень безработицы местных жителей достаточно высок. Вот, поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это приведет к очень печальным последствиям на самом деле, потому что при той же самой Украине у меня глаз отдыхал, когда я приезжал в Крым и видел русских дворников, например, да, и люди работали, может, и небольшая зарплата была, но тем не менее эта работа была для жителей Крыма. Сейчас это все будет резко меняться, потому что оптимизация затрат бизнесом будет приводить к тому, что все больше и больше гастарбайтеров будет завозиться в Крым, как это делали Соединенные Штаты там в 18-19 веках.
Вот когда читаешь материалы о том, что происходит на Крымском полуострове, часто пишут, что такая низкоквалифицированная, да, рабочая сила, которая привлекается, и вот я так понимаю, что в этом многие авторы видят проблему, которая привлекается на Крымский полуостров, она используется в том числе и на объектах, которые строятся по результатам государственных закупок. Насколько сильно, по вашим наблюдениям, распространена эта проблема, когда даже получив деньги из бюджета, которых должно хватать, да, на высококвалифицированный труд, все-таки заказчик потом прибегает к использованию низкоквалифицированных рабочих? Ну, послушайте, как бы это бизнес, и бизнес, конечно, может выбирать любые возможности для увеличения нормы прибыли. И здесь осуждать там бизнес это просто бессмысленно. Потому что если не существует законодательного запрета на привлечение гастарбайтеров, а я напомню, что Россия, например, заключила соглашение с той же самой Киргизией, например, да, о том, что их рабочая сила может привлекаться по внутренним квотам и не требует, вернее, квотирования там со стороны ФМС. То есть граждан Киргизии можно привлекать на работу как обычных российских граждан. Более того, киргизам выдаются паспорта российские совершенно без проблем. В течение 2 месяцев любой киргиз может прийти в консульство России и получить русский паспорт. Вот, поэтому здесь нет никаких противоречий, и это все абсолютно законно и нормально. Вот что остается делать? Я снова вернусь к публикации Сергея Сардыка о жителях поселка Форос, которые вот жалуются активно, насколько я понимаю, о том, что происходит в поселке, что гастарбайтеры так или иначе притесняют население, в том числе доходит до драк и грабежа магазинов, как я читаю вот в этой публикации. Что остается делать жителям поселка Форос, учитывая, что до сих пор не выделено помещение для опорного пункта полиции, например? Во-первых, необходимо все-таки заняться вообще, в принципе, перестройкой подразделения ОВД Ялты, которое является рассадником коррупции и ни в коей мере не защищает права жителей региона. Это как бы пошло еще со времен Украины, когда мы разгребали. Я был в ужасе от того, что происходило в ОВД Ялты, и сейчас это продолжается. Поэтому, когда мы говорим о том, что нет опорного пункта, так и этих опорных пунктов нет нигде. Я лично, работая в правительстве Республики Крым, пытался вызвать наряд полиции в Алупке. И я таки не смог дождаться приезда наряда еще в 2015 году, чтобы можно было зафиксировать правонарушение. То есть, что говорить о обычных гражданах. Ситуация известна, она не решается уже годами, и до тех пор, пока Абисов не будет заниматься с Аксеновым наведением порядка в этих вещах, да, то есть, не знаю, там регулярное патрулирование, да, группа быстрого реагирования, которые должны находиться не в Ялте, а в различных поселках с возможностью доступа в течение 50 минут, то толку не будет. А что касается конфликта в Форосе, ну что я могу сказать, это, еще раз говорю, это печальная практика, с которой мы сталкиваемся по всей России, когда приезжие люди кавказской национальности, либо среднеазиаты, которые без женщин живут в совершенно скотских условиях, вдруг оказываются перед беззащитным населением, которое ментально совершенно другое, как славяне. И, конечно, почему бы не пограбить, если есть такая возможность. Вот, поэтому здесь, конечно, нужна жесткая реакция со стороны правоохранительных органов и создание системы контроля за правонарушениями. А что может принудить хозяев бизнеса, да, строительного, да, в данном случае, если мы говорим об этом большей частью, официально устраивать на работу этих людей, содержать их в нормальных условиях, свой персонал? Есть ли перспектива какая-то в этом направлении? Возможно, это решение проблемы? Да, Сергей, во-первых, я считаю, что вы не совсем правильно ставите вопрос. Вы вот вначале мне задали вопрос про ФЦП, да, это когда бюджетные деньги. Сейчас мы говорим о гастарбайтерах, которые нанимают частные Я говорю компании. обо всех в общем. Да. Не, это разные, как бы, это две разные вещи. Хорошо, давайте. Если отвечая на конкретно вот этот вопрос, я могу сказать так, что вот частных подрядчиков, да, они, во-первых, в России жесточайшие штрафы, то есть если они привлекают без выделения квоты со стороны ФМС, еще какая-то квотируемая функция, то есть когда ты хочешь привлечь иностранца на работу, например, узбека либо таджика, да, который не имеет возможности работать как киргизы, как я говорил раньше, то тебе необходимо получать квоту ФМС. Это огромный коррупционный рынок.
никто этих денег не платит, и, соответственно, штраф за привлечение такого одного рабочего составляет 500 тысяч рублей. Вот, поэтому никто их не нанимает как бы легально, но ФМС при этом вообще как бы не контролирует, в связи с тем, что полиция также является коррумпированным, все берут взятки, поэтому никто на это не обращает внимания. Поэтому людей выбрасывают на улицу, и они оказываются вот один на один с безработицей, с отсутствием денег и невозможностью выехать из Крыма, потому что нарушено миграционное законодательство в первую очередь. И здесь решение только одно может быть, то есть полиция и ФМС должны занимать жесткую позицию и должны проводиться регулярные проверки соответствия миграционного законодательства на объектах строительства. То есть просто выезд не должно быть неожиданно, не за взятки, как обычно, и, соответственно, вылавливание этих людей и депортация их из России. Другого варианта нет. Спасибо, Владимир. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Мы продолжаем эфир. Напомню, что мы обсуждаем трудовую миграцию на Крымском полуострове, обсуждаем публикации местных средств массовой информации о конфликтах, которые происходят в Крыму с участием трудовых мигрантов. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору, задать вопросы нашим экспертам, либо выразить свою точку зрения. Для тех, кто слышит нас в Крыму, есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может прокомментировать нашу трансляцию в сети Facebook. Актуальные и конструктивные комментарии мы зачитаем в эфире. Также напомню, что не только слышать, но и видеть нас можно на сайте Крым Реалии, где собраны записи всех наших эфиров. Вернемся в эфир через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. С нами на связи Олег Саакян, украинский политолог. Олег, здравствуйте. Итак, как можно охарактеризовать ту ситуацию, в которой сейчас оказался Крымский полуостров? Местные средства массовой информации пишут о конфликтах с участием трудовых мигрантов в Крыму. Насколько запущена эта ситуация, по вашему мнению? Ну, прежде всего, доброе утро. Действительно, конечно же, на сегодняшний день ситуация в Крыму усугубляется. И к сожалению, можем констатировать то, что такой информации все больше и чаще, и больше конфликтной информации в целом по разным вопросам. Конечно же, аннексия России Крыма произвела и следующий эффект, что в Крыму начинаются те же самые проблемы, которые существуют во всей Российской Федерации. В частности, это, конечно же, и межрасовые конфликты, это трудовые конфликты с пришлым населением, местного населения. И в данном случае Крым абсолютно не исключение. Мы можем говорить о том, что в целом в России, ввиду и государственного устройства по типу внутренней колонизации, когда в действительности общество очень расслоено, и когда государство достаточно этатично, и для него население является ресурсом для элит. Весь механизм выстроен таким образом. Силовые ведомства выстроены по коррупционному принципу сверху вниз и по выполнению приказов. А в данном случае различные этносы, которых состоит Российская Федерация, они не защищены практически никаким образом, и политика интеграции для того, чтобы интегрировать в общую политическую нацию, она отсутствует. Лишь после аннексии Крыма в России приняли закон о нации, потому что действительно осознали эту проблему, которая существовала в России фактически столетия. И Крым, в частности, и трудовые вопросы на сегодняшний день становятся заложником этой ситуации, когда действительно существующий государственный аппарат российский, он не способен решать такие вопросы ни в Москве, ни в Ростове, и теперь уже не в Крыму. Само собой, для крымчан, для местного населения, которое жило всю свою сознательную жизнь, если мы возьмем любого из граждан Крыма, начиная от пожилого возраста, либо молодого возраста, в украинском государстве, в советской Украине, в независимой Украине, для него такие понятия, как трудовые, мигранты, конфликты на этнической, на расовой почве и так далее в Крыму, они достаточно непонятны. Даже попытки раскачать в свое время этнический и религиозный конфликт между славянским населением Крыма и крымско-татарским
даже они не увенчались успехом, несмотря на целые кампании информационные, физические и действительно существующее подспорье. На сегодняшний день все больше информации такого толка, когда даже нету повода. Хватает просто зажженной спички, как говорится, для того, чтобы такие конфликты полыхали очень часто. Это системные проблемы, которые при нахождении Крыма в Российской Федерации будут лишь усугубляться, к сожалению. Вот вы сказали, да, о том, что крымчане не привыкли к таким проблемам, и для крымчан сейчас эти проблемы довольно-таки новы. А насколько они являются раздражающим фактором для местного населения, для людей, которые прожили на Крымском полуострове достаточно долгое время, и вот в последние годы наблюдают вот эти конфликты, а может быть и становятся участниками этих конфликтов с трудовыми мигрантами? Ну, безусловно, является раздражающим. Есть целый ряд факторов сейчас, которые являются конфликтными на полуострове. Это и трудовая миграция, это и застройка Крыма, это и незаконное землеотведение, и перераспределение земельных ресурсов. Это безработица достаточно серьезная, это достаточно малое количество туристов, то есть утрата денег. И поэтому на сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что ровно как и на востоке Украины, к сожалению, Россия проводит изменение демографического состава. В частности, вот такая трудовая миграция, она для Российской Федерации является выгодной для того, чтобы часть местного населения ввиду безработицы переезжала на материковую Россию и искала там лучшие судьбы, а часть населения, например, из депрессивных регионов Российской Федерации, Средней Азии, наоборот, переезжали в Крым и работали там в полулегальный либо абсолютно в нелегальный способ, но тем не менее работали в Крыму. Также постоянно идет ротация силовиков, также выделение земли, насколько известно, и для, например, бывших силовиков, то есть пенсионеров силовиков и военных. Также достаточно жесткая миграция с Северного Кавказа на территорию Крыма, и в частности на приграничье с Украиной. Это давно известная фронтирная технология, которую применяла Российская империя неоднократно. И в данном случае вот эти, конечно, настроения, точнее, эти поводы, они вызывают определенное раздражение и напряжение. Но есть пропаганда, которая, конечно, забивает это и уменьшает, а с другой стороны, изменение демографического состава, в котором крымчан, собственно, коренных крымчан и тех, кто себя такими ощущает, пропорционально становится все меньше и меньше. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог. Обсуждали мы сегодня ситуацию с трудовыми мигрантами в Крыму. Напомню, что в издании «Примечания» вышла публикация, которая заглавлена как «Гастарбайтеры избили начальника ФМС Ялты». Данный начальник, по информации издания, был одет в гражданское и просто сделал замечание дебоширившим строителям. После конфликта нападавшие были задержаны, ведется следствие. Также напомню, что по данным издания это далеко не первый конфликт. Происходили конфликты и ранее в других населенных пунктах Крыма. Итак, попытались мы сегодня выяснить, что же становится причиной, да, таких конфликтов, насколько раздражает то, что происходит жителей Крымского полуострова, и есть ли у этой проблемы какое-то решение. Напомню, что это радио Крым Реалии. Напомню, что вы можете связаться с нами не только во время прямого эфира. Мы открыты для общения всегда. Для этого есть социальные сети. Мы присутствуем в наиболее крупных социальных сетях. Пишите на нашей странице. Также напомню, что записи всех наших эфиров можно найти на сайте Крым Реалии. Там же можно обнаружить свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.